В минувшие выходные в сердце Ижемского района съехались тысячи гостей, чтобы стать частью традиционного праздника коми-ижемцев Лут. Буйство красок, традиционных нарядов, песен, танцев и ярмарка народных мастеров. Уникальный ижемский колорит бережно сохраняют, а многовековые традиции передают подрастающему поколению. Анна Зубарева передает из Ижемского района. В первые выходные июля тысячи гостей приехали из разных уголков республики и регионов нашей страны в Ижму. В этом году здесь не только широко отмечают традиционный Лут, но и 95-летие Ижемского района. Народные гуляния открывает малым лудом детвора. Более сотни малышей района в традиционных нарядах вместе с родителями, бабушками и дедушками принимают участие в торжественном шествии, а после идут воротами. Малый Лут с участием юных ижемцев, по сути, повторяет традиционное гуляние в миниатюре. У сцены на площади рядом с Ижемским домом культуры детвора поет частушки, танцуют луговые танцы и водит хороводы. Так с самого раннего детства здесь знакомятся с народными традициями. Это мы прививаем и даем это нашим детям, чтобы наше поколение, эти наши дети дальше продолжали эту линию наших дедушек и бабушек, наши традиции. Это у нас именно народное гуляние. У нас Лут не праздник, не концерт, а именно гуляние. Они перед сенокосом, все наши прадедушки, прабабушки выходили на гуляние. И вот народные гуляния начались. С разных концов Ижмы доносится народное пение и музыка. Есть красивая одна девушка на земле. В селе развернулись десятки тематических площадок. Парк на берегу реки стал территорией детства. На Советской улице грандиозная ярмарка изделий народных мастеров. Но прежде всего гости праздника отправляются на подворье. Площадки, где жители сел и деревень Ижемского района знакомят гостей Луда со своими промыслами, традициями и дают мастер-классы. На Сизябском подворье оленеводов, к примеру, можно попробовать заарканить оленя, побывать в оленеводческом чуме или сыграть в шек – традиционную настольную игру в кости. Это наша история, наши предки. Мне кажется, у каждого человека, живущего в Сизябске, есть в роду хотя бы один оленевод. Я сама из оленеводческой семьи, у меня прадедушки, бабушки тоже были оленеводами. Я, конечно, косвенно касаюсь к оленеводству, но стараемся изучать, сохранять, чтобы наши дети знали, чтобы дети наших детей знали, потому что, я думаю, это важно для человека, коренного жителя. На подворье Краснобора гости Луда узнают об ижемских традициях сенокоса. Рядом на подворье Мохче можно пообщаться с домашними животными и научиться чесать шерсть. Каждый из гостей праздника может найти здесь что-то особенное. Вот такая оберег, называется северная куколка, ее надо в доме в северный угол поставить. И она когда ее готовила, я сделала, каждая эта штучка, она как здоровье, благополучие, любовь. В общем, каждая означает что-то. Гуляния не обходятся без угощений. Уха, копченая рыба, щучьи пельмени. А хозяюшки из вертепа не только угощают, но и учат всех желающих готовить калитки. Вот такие калитки. Пекли уже наши бабушки. Мы уже сами печем более 25 лет. На Луде это каждый год. Печем много-много калиток. Угощаемся. И на подворье на вечернем, и здесь пьем. Лут – это больше, чем просто народный праздник. Он помогает сохранить связь коми-ижемцев с традициями предков и родной землей. Я сам из Сизябска, живу в Ухте. Родина моя тянет, и приезжаю каждый год. Встреча с друзьями, с товарищами, одноклассниками. Мы с сыном участвовали в празднике «Детский Лут», так как чтим традиции наши коми. У меня был костюм вообще моей прабабушки, что для меня было очень ценно. Также мы сейчас почти все площадки обошли, всей семьей дружно идем. Новый отчет празднику, который сегодня объединяет не только всех ижемцев в нашем районе, а и тех, которые находятся за пределами района, и даже тех, которые находятся за пределами нашей республики. Еще одна добрая традиция – поддержка Луда нефтяниками. С 2008-го праздник проходит при финансовой поддержке компании «Лукойл». Республика Коми очень яркая республика, и каждый район вносит свои краски. Так и Ижемский район
невозможно представить без праздника Лут, без хороводов, без скачек и, конечно же, народного пения. И все это благодаря всем жителям района, которые не забывают эти традиции, сохраняют их, несут их из года в год, из поколения в поколение. К вечеру гуляния в Ижме продолжаются за рекой. Неотделимая их часть – конные скачки. Они проходят уже в 18-й раз. Самому опытному наезднику 72 года, самому юному всего 16 лет. А после ижемцы, как сотни лет назад их предки в костюмах, что передают из поколения в поколение, идут танцевальной проходкой. Это те самые знаменитые ворота. Вечереет, а значит, настало время отправиться за реку. Хороводы, музыка, игры на лугу. Вот она, сама душа Луда. 5 ижемских красавиц принимают участие в хороводе невест. Все они в традиционных ижемских нарядах, сарафанах, платках, лентах и с яркими украшениями показывают себя во всей красе. Вот такой Луд, каким его праздновали еще прабабушки и прадедушки сегодняшних жителей Ижма и окрестных сел и деревень. Анна Зубарева, Роман Кирпа, Павел Лагутин, Анастасия Конопка, телеканал Юрган, Ижма.